Сейчас мы с вами разучим мотив хороводного танца Асохай. В якутском варианте произносится как Агохай. Его принцип такой, что запевала исполняет мотив ритмичный, да, в соответствии с ритмом танца, и весь хоровод за ним этот мотив повторяет. Тексты этого хороводного танца имеют, опять же, импровизационный характер, то есть запевала должен импровизировать на ходу. Да? Он может петь о чем угодно, восхвалять природу, да? Либо описывать какого-либо даже участника, стоящего неподалеку от него, может петь о том событии, которое в данный момент происходит, да? Например, летнем празднике Исэх, либо каком-либо другом. Вот. Здесь я привел вам примерный текст небольшой, он также приведен ниже в описании к видео. С этим текстом мы попробуем с вами разучить один из мотивов этого танца. Почему я говорю один из? Потому что на самом деле мотивов великое множество. В разных улусах Якутии существовали и существуют свои особенные мотивы, с которыми этот танец исполняется. И даже в некоторых местностях существовали и существуют также свои отдельные мотивы. Мы с вами разучим мотив вилюйского Асохая, который считается наиболее популярным, наиболее распространенным на сегодняшний день. Его удобность в том, что он очень ритмичный и для хамуса очень подходит, особенно для новичков, которые пока не могут воспроизвести в большой мере мелодию на хамусе. Текст звучит так. Агокайдыр агокай, эгекейдир эгекей, чейн чакейдир, бары бирге түмсәммит, төгүрүчү тураммыт, тамалактан тутухан, тарбактартан тардыхан, ойдорулах агокай, оннютуогун боғытто, эккелистах эгекей, эчимняқтик тардыгын, агон агокай, эхен эгекей, агокайдыр агокай, эгекейдир эгекей. Вот. Здесь на каждый слог, получается, нужно делать по удару. Конечно же, в процессе игры более опытные игроки могут за один удар произносить пару слогов, да? Или может даже больше. Мы с вами остановимся на том варианте, что на каждый слог мы будем делать удар по хамусу. Итак, давайте первые две строки. О-го-кай-дыр, о-го-кай, э-е-кей-дыр, э-е-кей. Да? Как вы видите в тексте, есть спаренные звуки, это дифтонги. Конкретно здесь это О и Е. Да? Они не произносятся раздельно, как УО, они произносятся слитно, да? О и Е. Агуакайдыр, агуакай, эгекайдыр, эгекай. Давайте попробуем на хамусе. То есть, опять же, вам нужно делать артикуляцию с помощью горла. Движения губ здесь практически не задействованы. Да? Дыхание. Очень важный момент, что большинство текста нужно делать без дыхания. Я начинаю вдох или выдох только под самый конец строки. Агуакайдыр, агуакай, например, да? И так каждую строку. Давайте попробуем в медленном темпе исполнить полностью наш текст агуакай.
принципе, нужно добиться плавного, естественного дыхания. Не нужно как бы очень зажимать себя, да, и пытаться вот именно постоянно думать о правильном дыхании. Дышите естественно, да, чтобы это не мешало вашей игре. Если вы сделали вдох или выдох в каком-то неправильном месте, это ничего страшного. Постепенно вы как бы научитесь дышать правильно и как бы соразмерно ритму мотива. В оригинале вам, конечно, нужно исполнять мотив этого танца. Поначалу можно обойтись только артикуляцией, да, без каких-либо созданий вариаций звуков. Но в последующем вам нужно, опять же, пытаться воспроизвести мотив Асухая. Да? Конкретно этот, например, если петь голосом, звучит так. О, кай, дыра, о, кай, кай, дыра, я, кай, чейн, чейн, чаки, дыр, бары, берега, тюмсяме, и так далее. Как вы заметили, в конце каждой строки получается как бы два удара, да? О, кай, дыр, о, кай. Теперь будет, да? И вот в оригинале, как вы должны сыграть, я вам покажу с мотивом. Что касается других мотивов, то, например, мотив моего родного улуса, он отличается значительно от вилюйского, хотя бы тем, что в амгинском Асухае исполняется подряд сразу две строки с таким мотивом. О, кайдаро, кая, кайдара. И так далее. Собственно, про Асухай на сегодня на этом все. Продолжим на следующем уроке.